Здравствуйте! Вы смотрите «Вечерние новости», в студии Валерия Наумова. Главные темы этого выпуска. Жители Удачного в следующем году получат современное общественное пространство, которое станет излюбленным местом отдыха. Добровольцы, принимавшие участие в тушении лесных пожаров, начали получать свою заработную плату. Расскажем, как рассчитывать зарплату добровольцам. Нюрбинский передвижной театр отправляется на фестиваль в Грозный. Покажем, как участников фестиваля проводили их коллеги. Глава Якутии в рамках своего визита в город Удачный побывал на центральной площади города, где идет ее реконструкция. Айсан Николаев отметил, что с завершением работ в следующем году жители получат современное общественное пространство, которое станет излюбленным местом отдыха горожан. На благоустройство площади Удачный получил субсидию в размере 35 миллионов рублей из государственного бюджета. Строительные работы включают в себя асфальтирование проездов, укладку тротуарных плит и оснащение малыми архитектурными формами. Основной функциональной зоной общественного пространства станут трибуны 3 типов, объединенные лестничными переходами. Город Удачный стал победителем конкурса, который провела акционерная компания «Алроса». И также будет финансирование участвовать акционерной компании нашей районообразующей компании в этом проекте. Жители города Удачного в следующем году к своему 55-летию получат шикарную общественную территорию, я думаю, которая будет максимально пользоваться спросом у наших горожан. Сегодня Амгинский район рабочим визитом посетил председатель правительства республики Андрей Тарасенко и заместитель председателя Михаил Никифоров. В ходе работы председатель правительства посетил ООО «Кэскил» в селе Второй Чакыр, где идет строительство второй очереди животноводческого комплекса. В данное время работы приостановлены из-за отсутствия финансирования в связи с прекращением программы. Далее в селе Покровка ознакомились с ходом зерноуборочной кампании и встретились с работниками АО «Амгинский». На встрече обсудили вопросы, касающиеся будущего предприятия как зернового заготовителя зерна по республике. В период засухи собрать такой урожай и вывести республику по зерну, по тем комбикормам, которые нам нужны сегодня. Мы же фактически сегодня в чрезвычайной ситуации находимся. Сена нету, кормов нету, все высохло, и вы здесь показываете такие результаты хорошие. Это я считаю, что в действительности трудовой подвиг такой хороший. Поэтому здесь надо и людей поощрять за это дело. И мы тактику будем менять, и сегодня политику по зерну, по растениеводству. Потому что сегодня республика способна себя прокормить. После действительно засушливого лета ожидается подъем уровня воды. У гидропоста Жиганск сформировался максимум дождевого паводка с общим ростом 3,2 метра. Следует из обзора состояния водных объектов ЕУГМС. В районе поселка Витим Ленского района и села Санаяхтах Алекминского района наблюдается рост уровня воды с интенсивностью от 0,1 до 1,4 метра. Подъем уровня воды в районе Якутска и центральных районах ожидается 11-12 сентября вследствие выхода волн дождевых паводков с рек Витим и Алекма. На сегодняшний день в 30 районах Якутии начался отопительный сезон 2021-2022 года. Запуск, по данным Министерства ЖКХ Якутии, планирует завершить к 10 сентября. Почти все котельные готовы к безопасному прохождению отопительного сезона этого года. Всего процент готовности к зиме коммунальной сферы региона составляет 92%. Между тем, плановый завоз топливно-энергетических ресурсов для нужд районов Якутии составляет 514 тысяч тонн. Из этого числа отгружено 82%. Эти работы полностью планируют завершить уже в следующем месяце. Работы по подготовке к зиме продолжаются. Продолжается и реализация национального проекта здравоохранения в республике. Так,
Строящийся в Якутске кардиологический центр на базе Республиканского медцентра будет введен уже в этом году. При этом уже в октябре этого года начнется установка оборудования. Между тем продолжается и строительство Республиканского онкологического диспансера, строительство которого началось в 2020 году. Он рассчитан на 210 посещений в смену и стационаром на 180 коек. При этом, по словам главного врача центра, в постоянном обследовании и медицинской помощи нуждаются более 12 тысяч больных онкологическими заболеваниями. На сегодняшний день, что касается подготовки лечебных кадров, лечебников, онкологов, открыта базовая кафедра онкологии в 2019 году в Северо-Восточном федеральном университете, медицинском институте. И мы ежегодно выпускаем порядка 12 клинических ординаторов. Если клиническую ординатуру, вот наше поколение, мы выезжали в Москву, проходили в онкоцентре, в Герцена, там, в Санкт-Петербурге, то сейчас наши коллеги могут пройти клиническую ординатуру у нас. Это практика ориентированное обучение. Мы готовим уже для себя специалистов. Разработанный якутскими учеными БАД бетукладин показал себя с лучшей стороны для профилактики и борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили разработчики препарата. Более подробно, как прошли эти испытания и когда ученые планируют их выпустить в массовое производство, в материале Дмитрия Тымырова. Прорывные научные изыскания готовы войти в нашу жизнь. Этим летом ученые Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук завершили испытательные работы по изучению свойств биологически активной добавки собственного производства – бетукладин. В общем-то, сейчас препарат полностью уже испытан. Уже очень много добровольцев его принимало. Сейчас последняя уже стадия сертификации. Как только сертификация закончится полностью, мы получим сертификат, мы будем официально его уже производить и выставлять на продажу. Отметим, что разработку данного препарата ученые института начали как профилактического средства от таких заболеваний, как гепатит и туберкулез. Однако в ходе клинических испытаний бетукладин зарекомендовал себя как эффективный помощник для борьбы с последствиями COVID-19. Дело в том, что это препарат комплексный. Он включает фракции биоактивных веществ, которые мы выделяем из двух природных источников. Это слоевище лишайников, ягель в простонародье. И второй источник – это кора березы, береста. Но я бы сразу хотел предупредить о том, что самим можно, конечно, собирать ягель, собирать кору, перемалывать, использовать. Хуже не будет, но толку особо тоже, уважаемые телезрители, не ждите. Потому что речь идет о том, что эти два сырьевых источника подвергаются достаточно глубокой биотехнологической переработке. Свойствами этого чудо-препарата ученые поделились с коллегами по всему миру. И интерес к продукту вырос в разы. Ведь исследования показали, что люди, употребляющие данный БАД, намного легче переносят протекание коронавируса. Он также помогает организму восстановиться уже после болезни. Опять же, он не лечит ковид, я сразу скажу. Это не лекарство, это биологически активная добавка. И при приеме его во время ковида он ослабляет вот эти все нехорошие последствия ковида, там густая кровь, различные вот эти вот аутоиммунные процессы. Вот это вот все он ослабляет. И, естественно, человек лучше, быстрее выздоравливает, лучше себя чувствует, не страдает, в реанимацию не попадает. В 2018 году авторы бетукладина получили на свой препарат патент. Сегодня этот продукт считается полностью изготовленным в Якутии. После получения сертификата, по плану уже в октябре этого года, ученые будут готовы к продаже и полному сопровождению продукта, если предприниматели решатся на массовое его производство. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. В Хангаласском Улусе добровольцы, принимавшие участие в тушении лесных пожаров, начали получать свою заработную плату. Суммы у всех разные. Как рассчитывать зарплату добровольцам, узнавала моя коллега Виолетта Засимова. В этом году на территории Хангаласского лесничества произошли 43 лесных пожара. В тушении 27 пожаров принимали участие добровольцы из числа местного населения, а также из города Якутска и других районов республики. Всего на борьбу с огнем мобилизовали 810 граждан. Всем им за их труд предусмотрена заработная плата. Расчетом ее размера в районе занимается оператор – компания «Атлант» в лице директора Юрия Яковлева.
И вот они все, вот эти 810 человек должны быть оформлены, за них все должно быть сдано. Зарплата должна быть начислена, налоговые должны отчитаться и во все фонды отчитаться мы должны. Вот это моя работа. Принцип расчета заработной платы добровольца следующий. После того, как пожар ликвидирован, составляется табель с указанием, кто и сколько часов проработал. Затем добровольцы предоставляют документы, копии паспорта, СНИЛСа, ИНН и данные банковской карты. Табель и копии документов перенаправляются оператору Юрию Яковлеву, который всю полученную документацию обрабатывает, рассчитывает и отправляет в Якутлесресурс. После чего, если все верно, происходит начисление заработной платы. Если пожар был менее 3 дней, за 3 дня был потушен, то зарплата у мобилизованных 273 рубля в час. Если более 3 суток тушение пожаров происходило, то зарплата складывается из расчета 219 рублей за час. На сегодняшний день оплата прошла по 3 лесным пожарам, возникшим на территориях Жемконского 1, Качекатского и Синского наслегов. Например, жители села Титебя Евгений Конников и Сергей Протодьяконов в начале июня участвовали в качестве добровольцев в тушении лесного пожара площадью 5 гектаров. Тогда с огнем боролись 46 добровольцев. Пожар удалось локализовать за сутки. Получили 13 августа 4860, кажется. Как считаете, это достойная оплата вот за один день работы на тушении пожара? Это очень достойно, да. На данный момент идет проверка документации по 20 лесным пожарам, на которых работали добровольцы. 3 пожара уже оплачены, и еще по 4 пожарам идет сбор документации на местах. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Хорошо? Все? Труппа Нюрбинского государственного передвижного театра примет участие в 3-м Всероссийском фестивале национальных театров «Федерация», который пройдет в городе Грозный Чеченской Республики с 11 по 19 сентября. Для зрителей и участников фестиваля артисты сыграют в спектакле «Рассказ заблудившегося мальчика», поставленный заслуженным деятелем искусств Якутии Юрием Макаровым. Выступление состоится на сцене Чеченского ТЮЗа 13 сентября. Сегодня участников фестиваля проводили их коллеги и провели традиционный обряд алгыс. Едем со спектаклем Мамутова, Николая Неструева. Премьера была весной. Фестиваль национальных театров России. Все национальные театры, там будут выступать 14 театров. Выбрано из 89 театров России. И, ну вот мы попали вот в список 15 лучших спектаклей театров России. Конкуренция будет серьезная? Конкуренция будет серьезная. Будете на родном языке выступать или на русском? На родном языке со синхронным переводом. К этому часу это все новости. Не переключайтесь.